В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. В 2021 году Управление здравоохранения столицы было переименовано в муниципальное учреждение. Распоряжение об этом подписал глава администрации Сухума Беслан Эшпа. Что изменилось для подведомственных медучреждений? На сегодняшний день 8 филиалов находятся в муниципальном ведении. В их числе 4 поликлиники. Одна из основных – это первая, расположенная по улице Дзидзария. Насколько она оснащена специалистами и оборудованием? Какие проблемы необходимо решить в первую очередь в данном медучреждении? Если говорить в общем, то какие функции выполняют поликлиники в системе здравоохранения? Об этом мы сегодня и поговорим. Но вначале мини-опрос на улицах Сухума. Что думают люди о нашей медицине? В современных условиях развития отечественного здравоохранения особую значимость приобретают мероприятия по приближению медицинской помощи к населению, развитию системы оказания медицинской помощи, включающие в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Эти мероприятия проводятся, как правило, в амбулаторных условиях. Поликлиники – то место, которое посещают огромное количество пациентов, для которых должны быть созданы комфортные условия. С какими трудностями сталкиваются жители и гости столицы в наших медучреждениях? Этот вопрос мы задавали на улицах Сухума. Сделали все правильно, но просто для меня было непривычно, что нет записи, что живые очереди, при том, что как-то... То есть у кого-то запись есть, у кого-то ее нет. В общем, мне это было непонятно, вот эта схема. Везде надо платить деньги, как бы нету тарифов. То есть нужно было платить, я не знала сколько. Тоже, если бы какой-то прайс висел, мне было бы проще, по крайней мере. Потому что там, где-то я вообще забыла заплатить, мне потом было стыдно, пришлось возвращаться, спрашивать, люди, врачи говорили, ничего не надо, но я понимала, что, что-то надо, в общем, я оставляла эти деньги. Да, конечно, обращались неоднократно, все устраивает. Очереди были, ждали вы? Бывали. Это же нехорошо очереди. А что делать, как справляться докторам, если пациентов много? У меня нету времени болеть, я смотрю 2 правнучек. Родители водят детей в поликлинике, поэтому их мама не жаловалась. Так как я доктор, то мне не надо в поликлинику обращаться, я работаю здесь в больнице. Вы как работник изнутри, что бы вы изменили в структуре поликлиник, чтобы пациентам было удобно и комфортно? Я не знаю даже, что вам сказать. Я не могу сказать, что они там у них комфортно, некомфортно, но мне кажется, что неплохо. Недавно делали ремонт, там все специалисты работают, в любое время можно прийти. Единственное, что в субботу, воскресенье, чтобы дежурные были и их, больных принимали. Потому что обычно все больные обращаются к нам в больницу на субботу, воскресенье. Они, видно, не знают, что там есть дежурные, но они с утра бывают. В поликлиниках сегодня и в больницах это низкий поклон врачам, которые работают не в самых лучших условиях, увы. Хотелось бы, тут наглядно можно увидеть, далеко не отходя. Хотелось бы в первую очередь условия для людей, которые посвятили свою жизнь медицине, а потом уже для всех жителей нашей страны, чтобы получали достойное лечение, не выезжая за пределы Абхазии, хотя бы элементарные какие-то вещи. Что вы имеете в виду элементарные вещи? У нас тоже же лечат элементарные? Да, лечат. Часто же бывают проблемы с оборудованием, еще чем-то, то есть, какие-то там операции, еще что-то. Рентген, снимки, которые постоянно что-то не работает, что-то еще. В частных клиниках, да, работает, но хотелось бы, чтобы у любого, человека была возможность зайти в больницу государственную. И пусть это будет платно, какая-то фиксированная плата, но чтобы эта услуга предоставлялась. Финансирование должно быть от государства больше медицины. И у нас хорошие врачи, у них все получится. Просто нужно чуть-чуть больше денег давать на медицину и поднимать. Как-то трудоустраивать те кадры, которые на территории Российской Федерации и других странах
учатся, их нужно просто трудоустраивать здесь, и чтобы они лечили наших граждан качественно. Но мы болеем, если там дети или кто-то в семье, всегда лечимся на территории Абхазии, всегда довольны уровнем и сервисом, и отношением. Ремонт помещений, конечно, вот госпиталь, допустим, наш военный, хотелось бы, чтобы там какие-то изменения в лучшую сторону произошли. Понятно, что сейчас трудно с финансами, все, тяжело, но медицина, это, наверное, в приоритете должна быть. Тут, с другой стороны, наверное, есть какой-то плюс, что если что-то срочное, там, или вот у меня там у подружки ребенок заболел, она вообще не знала, куда чего, вот кишечная инфекция, она вызвала такси, ее таксист отвез, все ей рассказал, показал, ее приняли, там, ребенку оказали помощь, он ее ждал, денег с нее не взял, что я вас обратно отвезу, ребенку было плохо, он это видел. И в больнице тоже, то есть не надо было никуда записываться как раз, не надо было, то есть это как, наверное, в России это можно сравнить, да, вот как бы срочный случай, да, и то в России могут сказать, что идите туда, все равно там сдайте то, а здесь как-то быстро оказали помощь, все там, я не помню, что там мы сделали этой малышке, все. Я думаю, капельницу. Вот. Меня еще удивляет, что тут за что не возьмись, все время капельницы. С 2021 года Управление здравоохранения столицы переименовано в муниципальное учреждение. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Сухума Беслан Эшба. Теперь это муниципальное учреждение администрации города Сухум Управление здравоохранения. Но, по сути, кроме названия, ничего не изменилось. Ничего не поменялось. Нет, просто название поменяли, и все, так ничего не поменялось. Наши подведомственные существуют, как раньше существовали. Сейчас, кстати, я хочу еще отметить, что у нас в станции скорой помощи тоже идут работы, ремонтные работы. Я думаю, скоро тоже закончат. И во второй там какие-то мелкие ремонтные работы, в скорой помощи, в Синопской поликлинике до сих пор ремонтные работы какие-то мелкие. Точно так же в инфекционной больнице, вот сейчас буквально месяц тому назад только закончили приемное отделение, очень хорошее, сделали приемное отделение. До этого, это все управление города. До этого они отремонтировали, как вы знаете, лабораторию, приемное детское отделение, санузлы все никуда не годились. Потом административное отделение, это на втором этаже полностью все отремонтировано. Но это, конечно, тоже помогли нам закупить, и за свой счет там нашли спонсоров, сделали ремонт. То есть мы друг другу помогаем, в итоге у нас какой-то есть результат. Подведомственными организациями Управления здравоохранения города Сухум являются 8 объектов. Это 4 городские поликлиники, 3 больницы, инфекционная, 2-я клиническая и офтальмологическая, а также станция скорой помощи. Все учреждения получают 100% обеспечение медикаментами, но при этом существуют проблемы с нехваткой оборудования. Также ощущается дефицит кадров. В рамках утвержденного бюджета мы обеспечиваем, распределяем по месяцам и обеспечиваем по всем параметрам. То есть, если медикаментозное обеспечение, то есть полное обеспечение по заявке. А если оборудование, что касается оборудования, по поликлиникам хочу сказать, в основном у нас функционирует на 100%, то есть в диагностике, в сфере диагностики, также в других обеспечениях. Это 1-я поликлиника и детская поликлиника. Она оборудована на сегодняшний день для диагностики пациентов. Что касается других поликлиник, это идет у нас 2-я поликлиника, которая сегодня функционирует тоже самостоятельно. Также есть поликлиника номер 3, Синопская поликлиника. Кадрами они обеспечены. Я сейчас не могу сказать не на 100%, конечно, но есть необходимые все кадры, то есть и узкие специалисты, и основные специалисты. Единственное, нет оборудования для полной диагностики. Но мы стараемся, что-то делаем, что-то закупили. Сейчас недавно, месяц тому назад, купили в Синопскую поликлинику щелевую лампу, то есть в кабинет офтальмолога.
Вот. Ну и дальше мы стараемся. Также там функционирует, работает кабинет кардиолога, то есть кардиограф, там лаборатория работает. Ну, необходимые вот эти вот для диагностики кабинеты у нас задействованы. Ранее первая городская поликлиника располагалась по улице Пушкина, но после пожара она переехала на улицу Дидзария, в здание, где до войны была детская больница. Вот уже 14 лет поликлинику возглавляет терапевт Лиана Ампар. По ее словам, лечебное учреждение укомплектовано неплохо. Работают кабинет УЗИ, рентген и лаборатория, а это основное для полноценного функционирования поликлиники. Специалистов тоже немало, наряду с врачами старшего поколения работают и молодые. Укомплектована поликлиника всеми специалистами, но хотелось бы режим работы поликлиники увеличить. Из-за того, что нехватка специалистов, мы работаем до определенного часа. А так вот до военное время вообще режим поликлиники это до 8-9 часов вечера. Но на сегодняшний день мы работаем до 4 до полпятого. Вечера, да. Обязательно дежурство в поликлинике, выходные и праздничные дни до 2 часов. Оказание квалифицированной медицинской помощи – основная функция поликлиники. В первую очередь пациент должен обращаться сюда за помощью. После определения диагностики врачи назначают больному медикаментозное лечение или, в случае необходимости, госпитализируют. Помимо этого, врачи оказывают помощь на дому. Есть такая группа больных, которые не могут прийти в поликлинику по состоянию здоровья или являются постельно больными. Тогда мы производим вызов участкового врача на дом. Участковый врач по прибытию домой осматривает пациента. И если он считает, что это не терапевтического профиля больного, он делает дополнительные консультации узких специалистов. Это и неврологи, хирурги, травматологи, в зависимости от того, какая патология. Этот специалист выезжает уже потом на дом. У нас очень большая функция – это лабораторные исследования на дому, это взятие крови. Да, тоже по состоянию здоровья, если пациент не может прийти сюда. С целью выявления заболеваний на начальной стадии проводятся профилактические осмотры населения. Врачи особое внимание уделяют здоровью подростков, которые в 14 лет из детской поликлиники переходят во взрослую. Если среди них есть больные, то их ставят на учет. Одной из важнейших обязанностей врача в поликлинике является экспертиза трудоспособности. В лечебном учреждении ведется специальная книга регистрации листков нетрудоспособности. Эпостим – это эпоэтин бета. Вы его тоже получали. Это для крови. Железо, венофер. Вот венофер я вам выписала. Альфа-кальцидол вам нужен, альфа-Д3? Для чего она, извини? Вы его тоже брали, это витамин D. Надо. Диализникам все нужно. Но то, что мне нужно, вот выписали, сейчас иду, получу свои. Я диализник. Мои почки не работают. Вот сейчас получаю, пойду лекарства и все. Все нормально. 70 лет уже для меня прекрасно. Дальше тоже будет прекрасно. Я так думаю. Сейчас врачи вплотную занимаются программой по льготному обеспечению инвалидов лекарствами. Те, кто зарегистрирован как инвалиды по болезни с гражданством Российской Федерации, получают препараты по льготным условиям. В поликлинике оформляют листы с рецептами для аптекоуправления, где им и выдают медикаменты. Конечно, хотелось бы, чтобы компьютеры были в каждом кабинете, чтобы мы могли не бегать по кабинетам, а только разрешение спросить и посмотреть, чтобы все амбулаторные карты были уже оцифрованы и писаниной занимались меньше по времени. Это показывает себя очень с удобной стороны для врача, потому что больше внимания можно уделить пациенту. Я работала немного в санитаре полгода, и там такая была система.
Мы друг друга не беспокоили из докторов, кроме как спросить разрешение, посмотреть такую-то амбулаторную карту. Доктор давал допуск к этой электронной карте, мы смотрели это и вводили туда свои данные в эту же электронную карту. Выписывали отдельно рецепты, так же, как здесь примерно, рецептуру даем на руки. Но там было в одном листочке все, чисто форма менялась. Вот. И это была очень удобная работа и очень удобное помещение. К сожалению, здесь такого пока нет. Будем только надеяться на то, что может поликлиника быть более благоустроена. На больного, находящегося в стационаре дневного пребывания, заводится медицинская карта стационарного больного с занесением в нее кратких сведений из анамнеза, проводимого обследования и лечения. Инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, состоящих здесь на учете, более 500 человек. Для них также проводят диспансеризацию и трижды в год обеспечивают препаратами. Сожалеть о том, что молодежь, которая во время войны воевала, в настоящее время, к сожалению, очень многие вынуждены пользоваться обезболивающими препаратами, которые дают непостоянный эффект, и они вынуждены их принимать довольно длительное время. Вот. И далеко не всегда это может облегчить их состояние. Психоэмоциональные моменты, конечно, у тех, кто воевал, они остаются желать лучшего, заставляют желать лучшего. Вот, насколько возможно, у меня дополнительная специализация психотерапия, рефлексотерапия, насколько возможно в моих силах, будучи в неврологическом кабинете, я стараюсь эти темы поднимать индивидуально у того, у кого вижу, что есть необходимость. И параллельно, конечно, время больше приходится этому уделять. И, конечно же, получается так, что иногда это в очень плодородную почву падает, и прорастают великолепные ростки, человек себя чувствует намного лучше. Иногда это малая медикаментозная терапия, иногда это просто психотерапия с обучением саморегуляции. Эти вопросы тоже имеют место. Работа городской поликлиники построена по территориально-участковому принципу. По данным последней переписи населения, к первой поликлинике относятся 35 тысяч человек. Это территория от эстакады 14-й школы, весь центр города и часть маяка. На учете у эндокринолога 1300 человек с диагнозом сахарный диабет. Министерство здравоохранения выдает нам инсулин. По российской программе мы получаем тоже и таблетированные формы медикаментов, и инсулин тоже получаем. Обеспечиваем людей. В принципе, я считаю, что неплохо обеспечивает государство людей. Да нет, сахарный диабет уже растет в арифметической прогрессии. Это по занимаемому месту считается второе по заболеванию, по количеству заболевших. Поэтому это очень много. Наверное, каждый пятый у нас болеет диабетом. Это многие еще у нас не состоят на учете. Они где-то в других местах лечатся, в России лечатся. Очень многие не состоят. В дни проведения диспансеризации в поликлинике много пациентов. Бывают и небольшие очереди. Особенно у кабинета УЗИ-диагностики. Не всегда получается прием по записи. И пациентам приходится ждать в порядке живой очереди. Кабинет оснащен хорошей аппаратурой. Это аппарат УЗИ-сканер экспертного класса. Аппарат 2014 года, но обладает всеми необходимыми датчиками и возможными программами для обследования больных. В данном случае я обследую девочку, которая нуждается в исследовании брюшной полости и почек. Конечно, приходят в основном больные люди, но бывают у нас и профилактические осмотры, как, например, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, которые периодически проходят обследование различных систем и органов. Обычно это происходит раз в год. Ну и по необходимости это уже когда есть какие-то жалобы.
Кроме того, что есть аппарат УЗИ в кабинете, есть все остальное необходимое для работы. То есть бесперебойники, значит, компьютеры и принтеры и так далее. В принципе, единственное, что бы я бы хотела, как говорится, пожелание, наверное, всех сотрудников поликлиники, когда происходит отключение света в зимнее время, у нас желательно иметь генератор. Вот я понимаю, что это проблемно, это трудно, но вот это пожелание, по-моему, всех сотрудников. Конечно же, здание поликлиники нуждается в ремонте, но пока нет возможности провести в нем капитальный ремонт. Столичные власти своими силами и с помощью спонсоров точечно проводят ремонт. Но на сегодня главная проблема – это вода, которая периодически течет прямо во дворе поликлиники. Причина – устаревшая система водоснабжения. Специалисты администрации города не раз пытались решить эту проблему. Этот вопрос уже давно решается. Не раз мы поднимали этот вопрос. Вчера буквально я говорила тоже с главой, он сказал в процессе, то есть будут работать над этим. Просто там надо менять всю систему, это затратно. И сейчас они, я думаю, над этим работают. Вот. Что касается других кабинетов, там, конечно, да, давно не делалось что-то, не освежалось и не делалось, какие-то ремонтные работы не делались, но потихоньку выполняют какие-то мелкие ремонтные работы, то есть завхоз и другие рабочие. Вот, мы их поддерживаем, я думаю, потихоньку мы придем к этому. То же самое и детская поликлиника. То есть все вот эти вот мелкие работы, в котором нуждались наши медучреждения, на сегодняшний день произведены. Мелкие работы. А капитальные это надо в инвестпрограмму ставить, и все остальное мы не в силах как бы это сделать. Если город осметит и сделает себе, запланирует себе на капитальный ремонт, я думаю, они смогут это сделать. Ни для кого не секрет, что практически все медучреждения, которые относятся к управлению здравоохранения города, находятся в плачевном состоянии. Все они нуждаются в капитальном ремонте. Но сегодня нет финансовой возможности провести во всех зданиях капитальный ремонт. Поэтому столичная администрация проводит небольшие восстановительные работы в рамках отпущенного бюджета. Что касается ремонта, на сегодняшний день все наши поликлиники, да, вы правильно сказали, в плачевном состоянии, но своими силами. По возможности тоже как бы закупаем материалы, и где-то кто-то помогает. Есть у нас люди, которые могут как бы нам помочь. Вот, своими силами мы делаем ремонт. То есть на сегодняшний день спонсорские, да. На сегодняшний день в Синопской поликлинике, например, 8 кабинетов у нас уже отремонтированных. Все, своими силами. Конечно, за бюджет уже за их бюджет куплены все материалы для строительства, а за работу они как бы люди нам помогают. И сделано сегодня 8 кабинетов. Глава администрации обещал вроде бы помочь, и он немало помогает, то есть он помогает нашим стационарам, нашим больницам, немало тоже сделано. Например, во второй горбольнице у нас мы отремонтировали приемное отделение, также отремонтировали кабинет, рентген-кабинет, также как и санузлы отремонтированы. В общем, все, что как бы необходимо на сегодняшний день, делается во второй горбольнице. У администрации города есть планы на 2025 год. Понимая важность здравоохранения и здоровья нации, руководство столицы будет прилагать усилия для создания комфортных условий в медучреждениях. И в заключение мне хотелось бы напомнить вам, насколько важно правильно питаться, заниматься физической активностью и регулярно проходить медицинское обследование. Забота о своем здоровье не только ваша личная ответственность, но и перед окружающими. Ведь если вы заботитесь о своем здоровье, вы вносите свой вклад в здоровье всего общества. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!